Всем привет! Для тех, кто глухой, повторяю, шутка. Поближе просто делайте или погромче, или в уши там. Так, почистили. И сегодня, без обид, конечно, ребята, комментарии просто радуют в последнее время. Для тех, кто пишет негативные, скажем так, сообщения, я к этому только рад. Почему? Критика должна быть всегда. Я это все учитываю. Спасибо за комментарии, ребята. Но сегодня дело пойдет, как правильно содержать ножны из бычьего хвоста. Для тех, кто обладателей ножей бычьим хвостом, со временем цвет теряется, со временем темнеет, то все. Для этого есть обычный, очень простой способ. Вот, например, ножны. Надо его потереть маслом. Тогда она не трещит, нигде не лопается. Просто потерели маслом, когда нигде не ездите. Просто. И все. Тогда у вас пропитывается потихонечку. Минут так 10 подержали и тряпочкой чистенькой потерели. И все. Демонстрируем. Смотрим. Вот я растопил маслица. Масло у меня сливочное. Ну, можно и растительное, конечно. Ну, вот таким образом мы получаем супер гуд после хоккеистов. Вот такой вот цвет приобретает. Был такой, стал таким. Благодаря этому маслу, ну не только этому маслу, благодаря такому способу ножны долговечные, влагу не впитывают, влагу. Вот, и еще способствует ножа с ножнами держаться над водой. Ну все, 5 секунд. Вот, подождем, пока обсохнет. И там вот такой прекрасный, нужно сказать, цвет. Вот ножичек. Вот капель березы. Вот. И к соотношению цвету как раз он. Ну вот. После этого минут, где там уже впитывает. Вот где-то тут впитывает. Вот. Можете повторить, можете не повторить. Таким образом ваш ножик будет держаться очень долго. Будет держать цвет. Главное, сама кожа не треснет. И красиво выглядит. Так что, ребята, дерзайте.